Культурная ночь опустилась накануне на всю страну. В музеях, театрах и выставочных павильонах продлились рабочий день. Повод – акция «Ночь искусств». Впервые в Ингушетии Даргинский музыкально-драматический театр представил нашим зрителям концертную программу. Выставки, ярмарки, литературной площадки в Пятигорске завершился фестиваль национальных литератур народов России. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Накануне всю страну окутала культурная ночь. Музеи, театры, выставочные залы, библиотеки принимали посетителей до полуночи. В рамках акции «Ночь искусств» в Музее изобразительных искусств состоялись выставки, мастер-класс, были представлены мультимедийные проекты. За всем этим наблюдала Мадина Пугоева. Балалайка, баян и другие народные инструменты в руках непрофессиональных, но уже опытных молодых музыкантов сумели сделать эту ночь поистине чарующей. Прикоснуться к искусству и насладиться живой музыкой пришли десятки человек. Пока одни играют для поднятия настроения, другие учат посетителей обращаться с музыкальным синтезатором. А посетители Музея изобразительных искусств могли ознакомиться с творчеством Магомеда Гаракоева. Живописец со стажем учит детей рисовать цветным мелом на специальной бумаге. Мы сейчас рисуем пейзаж, рисуем посредством пастели. По сути, это та же самая графика, только материал, он представляет из себя сухой мел разного цвета. Он спрессован механически. Все желающие могут не просто наблюдать за работой опытных мастеров, но и прикоснуться к шедеврам декоративно-прикладного искусства, попробовать смастерить что-то свое, новое и необычное. Ася Хамкоева тоже решила не оставаться в стороне. Я рисую гранат, я намазываю мел на листочек и потом размазываю рукой, и получается вот такой рисунок. Мастер-класс по прикладному искусству для ценителей прекрасного провела Лидия Хамкоева, которая посвятила любимому делу половину своей жизни. Вышивка лентами, она та же самая, как и нитками обычно вышивает, гладью. Но тут материал крупнее, и рисунок выкладывается быстрее, уже видно бывает рисунок. Поэтому у нас она вообще редко кто это делал. Сейчас уже учатся. Дети очень любят, девочки очень хотят учиться. Эта ночь искусств позволила детям не просто забыть о смартфонах и других новшествах 21 века, но и на время перенестись в далекое прошлое. Этнограф Султан Мережков уверен, что молодежь нужно учить не только родному языку, но и показать им, как и во что играли их отцы и деды. Вот эта игра была, использовалась еще и в теплое время. В большой тарелке крутили, вот так. Этот вид досуга детям явно пришелся по душе. Всего за пару минут на площадке со старинными играми собралось немало любителей поиграть с азартом. Предметы из дерева, железа и просто камни способны вызвать небывалый интерес даже у взрослых. Пока одни совмещают приятное с полезным, другие любуются творением рук юного художника, пристально разглядывая каждую деталь его работы. Абубакру Аушеву всего 14 лет, однако у мальчика уже есть чему поучиться. Я сначала делаю наброски, где у меня будет располагаться гора, потом начинаю накладывать цвет. Я сначала накладываю основной цвет, а потом начинаю вырисовывать детали. Такой живой интерес молодежи к творчеству не может не радовать взрослых. Рая Евлоева «Ночь искусств» видит впервые. Эта акция, безусловно, самое лучшее времяпрепровождение для детей, уверена она. А потому отныне принимать участие в ней Рая будет всей семьей. Очень приятно находиться сегодня на этом мероприятии. Это очень хорошая акция. Мне кажется, вот такие акции, если их чаще проводить, то молодежь, дети, которые сюда приходят, сегодня участвуют на этой акции, они научатся, захотят, я думаю, пойти в искусство, научиться играть на фортепиано, рисовать картины. Столь высокая оценка гостей оправдана, ведь организаторы постарались сделать этот вечер максимально насыщенным и интересным для детей. Мнение посетителей, которые принимали участие в акции в прошлом году, деятели искусств учли и воплотили их задумки в жизнь сегодня. Эта акция уже становится популярной, и наши зрители уже дисциплинированно
пытаются посещать вот такие мероприятия. И нас очень радует, что каждый раз зритель может нам даже подсказать, что бы они хотели бы увидеть в следующий раз, на какое бы именно мероприятие и какую программу бы они хотели увидеть. У любителей искусства впереди еще много интересного. Выставочные и мультимедийные проекты, мастер-классы, викторины, вокальные и танцевальные номера. Эта ночь для каждого посетителя музея непременно станет одной из самых ярких и запоминающихся. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Свидетелями истории девушки, которую выдали замуж против своей воли, стали зрители спектакля дагестанских актеров. В ДК Назрани выступил Даргинский музыкально-драматический театр. Артисты представили ингушским зрителям концертную программу, куда вошли сюжеты из репертуарных постановок театра. Материал нашего корреспондента. Персонажи, на первый взгляд, такие обычные, но каждый из них со своей невероятной историей. Костюмы национального колорита и танец лезгинка – все это Даргинский музыкально-драматический театр. Артисты не просто рассказывают зрителям историю, они погружают весь зал в атмосферу даргинской жизни. Это первый показ их творчества на ингушской сцене. Мне очень понравились зрители. Очень отрадно то, что он практически полон зал. И когда, естественно, зал полный, самим тоже нам выступать как-то на душе и легко. И идет полная отдача артистов зрителям. Несчастную жизнь молодой Зули, насильно выданную замуж и раздирающую душу песня про героя, спасшего целый народ. В программе «Попурри», составленной из репертуарных спектаклей театра. В частности, отрывки из 2 пьес «Подарок» и «Пятница. Творческий день». Также народные песни в сопровождении музыкального оркестра. Искусство объединяет. Это не только девиз всероссийской акции «Ночь искусств». Оно действительно связало 2 народа в праздничном мероприятии. Ингушский зритель по достоинству оценил мастерство актеров, радовался, сопереживал во время каждого отрывка постановки. Некоторые сценки представлены на даргинском языке, но это не помешало зрителям понять и прочувствовать всю суть постановки. Концерт очень интересный, очень хороший. Детям вообще понравился очень спектакль, который они поставили. Конечно, если спектакль был бы на том языке, который мы понимаем, вообще было прекрасно, но смысл в смысле был понятный. 56 лет существования, более 140 постановок оригинальных пьес на даргинском и русском языках и актеры, для которых буря аплодисментов зрительского зала означает нечто большее, чем восторг перед талантом исполнителей. Песни народов, будем говорить, народа, даргинского народа, других народов, танцы, отрывки спектаклей разнообразные, такая веселая программа, подготовленная встречи и о дружбе, и о нашей истории. Все это входит в нашу программу. Праздник дружбы, единства и, конечно, искусства. Он оставил после себя только самые теплые и радужные нотки настроения в душе каждого гостя. Рарадат Халухоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. В Пятигорске завершился фестиваль национальных литератур народов России. В нем участвовали представители всех субъектов СКФО. В рамках фестиваля состоялись различные выставки, ярмарки, развернулись литературные площадки. Ингушский театр юного зрителя представил участникам акции спектакль по пьесе Саида Чахкиева «Ничего не бойся, Зураб». Из Пятигорска Руслан Албогачев. Многонациональная, многоликая и многоязыковая литература – духовный символ нашей страны, убеждены участники фестиваля национальных литератур народов России. При этом русский язык – цементирующее начало, своеобразный мостик, который дает возможность литературе и культуре кавказских народов стать достоянием своего мира. Культурное мероприятие начинается с официальной части и плавно перетекает в творчество. На церемонии открытия фестиваля от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО обратился заместитель полпреда Андрей Галактионов. Много лет назад наши предки изгнали интервентов, построили государство. Осознав необходимость, они поставили выше национальных и сословных различий интересы Родины. И сегодня живет великая Россия. Идеи дружбы, мира, добрососедства очень значимы для Северного Кавказа. Также с культурным событием от имени Юнусбека Евкурова собравшихся поздравила Тамара Мальсагова. Руководство Республики Ингушетия, героя Российской Федерации Юнусбека Мамадалиевича Евкурова, от жителей нашей многонациональной республики
поздравить вас с этим замечательным, красивым, народным праздником, с Днем народного единства. И пожелать каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, любви, тепла, верности в семье, в доме, в кругу друзей и в нашем замечательном Северо-Кавказском округе. Гостей мероприятия ждала насыщенная культурная программа, выступления творческих коллективов. А в парке «Цветник» у Лермонтовской галереи открылось 10 национальных подворий, представляющих быт и обычаи кавказских народов. Ингушетия, как всегда, отличилась гостеприимством. Гостей подворья угощали блюдами национальной кухни. Такого рода мероприятия очень необходимы для контраста, для дружбы, для того, чтобы люди знали про ингушей, узнавали, видели их кухню и, естественно, отведали их и были довольны. Нас это все объединяет. Во-первых, мы друг друга знаем лучше, во-вторых, мы воспитываем в них, именно в молодежи, патриотизм. Потому что когда они участвуют, их мы вовлекаем в данное мероприятие, в них чувство патриотизма все больше и больше растет. Они хотят быть лучше и лучше. Они показывают себя, свою культуру другим народам. Многообразие не только в еде, но и в танцах, и в национальных костюмах. Такой дружбе народов рады все, кто приехал на фестиваль. Это очень символично в такой день, когда различные народы представляют свою культуру, традиции. Это как бы объединяет нас. А у Лермонтовской галереи открылась выставка художников СКФО. Здесь можно было увидеть, как работы современных молодых авторов. Масляная живопись, горячая эмаль, акварель, графика, так и экспонаты из музейной коллекции «Горцы Северного Кавказа». Картины, выполненные в 20-х годах прошлого века. В выставке представлены также работы. Это картины наших известных художников Мусы Мартазанова и Аюпа Цыроева. Сегодня каждый желающий может прийти познакомиться не просто с работой, а с самими авторами, которые также здесь находятся. Выставка, она носит такой объединяющий характер. Вообще очень важно видеть, встречать, общаться с художниками для художников, завязывать новые знакомства, видеть оценку других художников. То, как воспринимает другое общество, сообщество художников, твое творчество, это очень важно. И поэтому мне кажется, что сегодня будет очень много зрителей, которые будут восхищены пейзажами. Не у всех получается посетить тот или иной регион, но соприкоснуться с этими уголочками у них получится сегодня через искусство наших художников. Ингушская выставка картин также вызвала у любителей живописи большой интерес. Ценители прекрасно могли познакомиться и побеседовать с авторами картин, поделиться с ними впечатлениями о работах и возможностях вдохновиться на новые картины. Мне больше всего понравилось разнообразие. Я думал, что будет более, так знаете, традиционно, формально. А сюда люди привезли, и у каждого отделения есть свое лицо, есть то, что вот, приятно в человеке, да, поговорить и узнать вот что-то, вот, как сказать, такие нюансы, чем отличаются один от другого. Большой интерес у гостей праздника вызвала книжная ярмарка издательств субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Книги нашего времени, литературная палитра Кавказа. В общей сложности на ней были представлены более 600 наименований книг, около 3000 экземпляров, а участниками стали 14 издательств из всех республик Северо-Кавказского федерального округа. На сегодняшнем фестивале мы представляем печатное издание Республики Ингушетия, писателей Республики Ингушетия, как на ингушском языке, так и на русском. Тут у нас на выставке представлена литература от Мальсагова, есть, значит, «Черная среда», стихи, также, романы. Для участия в фестивале, цель которого сохранение и развитие самобытной культуры народов России, съехались литераторы из Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Кемерово, да практически со всей страны. Истории и обычаи народов Кавказа для гостей фестиваля было, пожалуй, интересным. Вот такое важное событие литературное и заставляет познакомиться, начиная с литературы, начиная с творчества. Потому что самое главное? Культура любой нации сближает всех людей. В Центральном парке города Пятигорск множество площадок. Это книжные выставки. Примерно чуть ниже находятся
уже подворье, а здесь, на этой площадке, молодые люди читают стихи известных поэтов. На открытой площади у домика Лермонтова литературный праздник продолжается в формате открытого микрофона. Молодые авторы, любители поэзии состязались в поэтической импровизации на заданные рифмы. Здесь же читали Лермонтова на разных языках народов Кавказа. Представляли на суд публики собственные стихи на русском, аварском, кабардинском, ингушском, чеченском, азербайджанском, ногайском, кумыкском и других языках. А завершился фестиваль исполнением песен народов Северного Кавказа. Каждый регион исполнил песню, посвященную Великой России. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня отмечается День военного разведчика в России. В 2017 году событие празднуют формально 18-й раз. Дата не считается общегосударственным выходным. В торжествах принимали участие личный состав подразделения Главного разведывательного управления. В их число входят солдаты срочной контрактной службы, офицеры младшего командного звена, руководители Генштаба. Праздник считают своим курсанты, преподаватели профильных высших учебных заведений Министерства обороны. К мероприятиям присоединяются военные, когда-либо работавшие в этих рядах. Глава государства закрепил события в перечне памятных дат в 2006 году, подчеркнув важность профессии для защиты страны. Дата торжеств имеет символическое значение. Оно приурочено созданию 5 ноября 1918 года регистрационного управления структура, входила в состав полевого штаба Красной Армии и выполняла разведывательные функции. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.